23 января средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,26 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,11 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,26-63 до 10,28 сомони, 1 евро от 11,12 до 11,27 сомони, 1 российский рубль от 0,1480 до 0,1510 сомони. Мировые цены на нефть в понедельник утром показывают незначительное снижение. Об этом свидетельствуют данные торгов. Объем торгов снижен на фоне празднования в Азии Нового года по лунному календарю. Цена на нефть марки Brent составила $87.28 за баррель, марки ВТИ $81.35 за баррель. Цена на золото в понедельник утром поднимается, закрепилась на отметке в $1930 за тройскую унцию. Поддерживают котировки драгоценного металла ослабление американской валюты. Постановлением правления Национального банка Таджикистана определены системообразующие кредитные организации республики на 2023 год. В список системообразующих кредитных организаций вошли ГСБ Республики Таджикистан, Амунат-банк, ОАО «Орион-банк» и ОАО «Банк Исхата». Также определена потенциально системообразующая кредитная организация – это ЗАО МДО «Имом Интернешнл». В приложении к постановлению поясняется, что потенциально системообразующие кредитные организации – это организации, которые могут быть признаны системообразующими кредитными организациями по результатам проведения очередной оценки. В регуляторе отмечают, что системообразующая кредитная организация – это кредитная организация, от стабильного функционирования которой зависит устойчивость всей финансовой системы, в частности банковской системы страны. В соответствии с методологией Базельского комитета по банковскому надзору, чем крупнее кредитная организация, тем больше риска на устойчивость финансовой системы и экономики страны при их банкротстве, подчеркивают в НБТ. Правительство Таджикистана планирует создать порядка 30 технологических парков в ближайшие 3 года. По данным профильных ведомств страны, технопарки будут созданы в 30 городах и районах страны, в результате чего многократно увеличится количество производственных цехов и предприятий. В частности, начата работа по созданию инновационного технологического парка в Пианджском районе Хатлонской области. Отмечается, что площадь строящегося технологического парка составит 3 гектара, и там будут построены 9 цехов и фабрик. Они специализируются в производстве муки и масла, переработке фруктов и овощей, салфеток, прохладительных напитков, кондитерских и макаронных изделий и строительных материалов. После полной сдачи строящихся предприятий будет создано более 200 новых рабочих мест. Продукция строящихся цехов и предприятий является импортозамещающей и позволит обеспечить часть потребностей внутреннего рынка. Правительство Казахстана продлило еще на 6 месяцев запрет на экспорт автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и некоторых других видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел. В соответствующем документе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов Казахстана, говорится, что разрешается только вывоз нефтепродуктов в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ. Напомним, правительство Казахстана первоначально установило 6-месячный запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом 12 июля минувшего года. Запрет на экспорт казахских нефтепродуктов не оказывает заметного влияния на их поступление и ценообразование в Таджикистане, так как поставки казахского топлива осуществляются в незначительных объемах. Авиакомпания Uzbekistan Airways, крупнейший авиаперевозчик в Узбекистане, подписала с Аэробус контракт на покупку 12 самолетов А320neo и А321neo. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. По данным пресс-службы, новые воздушные судна пополнят авиапарк из 17 самолетов семейства А320. Сроки и стоимость поставок лайнеров не раскрываются.
Самолеты семейства А320neo помогут нам еще больше усилить наши позиции в Центральной Азии и значительно расширить карту полетов как внутри регионов, так и за его пределами, заявил об этом председатель правления Uzbekistan Airways Ильхом Махкамов, которого цитирует его пресс-служба. Uzbekistan Airways эксплуатирует около 30 самолетов западного производства. Ранее авиакомпания в рамках оптимизации своей деятельности заявляла о планах продать 17 самолетов, в том числе 2 Боинга 757 и 3 Боинга 767, а также все 7 Ил-114-100.